Госсектора Таджикистана недополучили предусмотренные госбюджетом средства. Таджикистан и Саудовская Аравия создадут совместное предприятие по переработке сельхозпродукции. Худжан стал победителем группы F и вышел в следующий раунд турнира. Байден заявил, что США не позволят России одержать победу в Украине. Ни одно из государственных секторов Таджикистана не получило предусмотренные госбюджетом средства в полном объеме. По оперативным данным Министерства финансов страны, на начало мая госсектора финансировались в среднем на уровне 52% от предусмотренного. Высокий процент исполнения финансирования приходится на топливо-энергетический комплекс – это 66,8%, промышленность и строительство – 64,4%. Меньше всего средств получили транспорт и коммуникации – 49% от предусмотренного. На развитие топливо-энергетического сектора направлено более 1,6 миллиардов сомони. Данная сумма составляет 17,7% от общего размера расходов госбюджета на начало мая этого года. Отмечается, что расходы госбюджета за январь-апрель составили более 9,1 миллиарда сомони. Процент же исполнения госбюджета составил 57,6% от предусмотренного. Таджикистан подпишет соглашение с Саудовской Аравией по созданию совместных предприятий по переработке сельхозпродукции. Об этом шла речь в беседе министра сельского хозяйства Таджикистана Сади Каримзода и посла Саудовской Аравии в Таджикистане Валида бин Абдурахмана ар-Ришайдона. Пресс-служба аграрного ведомства Таджикистана сообщает, что Сади Каримзода отметил большой потенциал для развития сотрудничества в агропромышленном комплексе между Таджикистаном и Саудовской Аравией, а Валид ибн Абдурахман ар-Ришайдон выразил заинтересованность в экспорте товаров и продукции аграрного сектора республики. Прежде всего это касается овощей и фруктов, как свежих, так и сушеных, а также продукции животноводства. В связи с этим стороны подпишут соглашение и меморандум по созданию совместных предприятий по производству фруктовых соков и сушки фруктов. Продукция будет экспортирована в Саудовскую Аравию или в третью страну. Будут привлечены инвестиции частного сектора Саудовской Аравии для создания теплиц, складов и холодильных камер для хранения фруктов и овощей. Кроме того, арабская страна заинтересована в меде из Таджикистана и намерена инвестировать в отрасль пчеловодства. Отметим, что в последние годы Таджикистан ничего не экспортирует в эту арабскую страну. По итогам 5 месяцев 2022 года товарооборот между Таджикистаном и Саудовской Аравией составил всего $134 тысячи, а за весь 2021 год $348 тысяч. Вице-чемпион Таджикистана Худжан стал победителем группы F Кубка АФК 2022 и вышел в следующий раунд турнира. В заключительном матче группового этапа Кубка АФК 2022 группе F Худжан в Бишкеке сыграл в ничью с чемпионом Кыргызстана Дардоем, сообщили в ФФТ. Место проведения финала центральной зоны будет определено по итогам жеребьевки, которая состоится 14 июля. США не позволит России одержать победу в Украине и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Глава Белого дома сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон огласит новый пакет военной помощи Украине в объеме $800 миллионов. По словам американского лидера, страны НАТО готовы сообща усиливать оборонную мощь Альянса. Планируется новый пакет вооружения в сфере ПРО. Мы будем защищать каждый клочок территории НАТО, сказал Байден. Он также выразил уверенность в том, что Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО.